и все. Глаза открыл уже 12 часов. Так что, отбой, доброй ночи. Для каждого региона уже нужно освободительное движение, нужно координироваться с другими, чтобы в случае военной агрессии Кремля ответ дать. Агрессия последует, ведь община сейчас вышла не случайно. Так, видео форума недавних видел, где Путин назвал себя первым националистом в России. Он управляет всеми этими движениями. Бастрыкин курирует в России. Любое действие проходит через Путина, поймите это. Наконец-то собрались стрим смотреть. Надеюсь, будет в самом деле. Сколько можно ждать? Заново идут Бибоодоп и Хьюи. Арван Гурвун лайк ТВ. Так, ну идут, надеюсь, нормально слышно. Так, у меня тут мой этот микрофон как-то держится вообще на соплях. Все. Так, на следующей неделе надо покупать новое крепление. Сегодня буду такое немного общее, что ли, смысловое проводить обобщение. Так, напишите, пожалуйста, по поводу звука, как звук. Я пока воды попью. Так, кстати, этот футболка с корейским флагом. Я же ее просто еще продаю как товар, получается. Ну, в смысле, если вы по ссылке пройдете. Правда, я... Короче, ладно. Попозже все это закреплю, все сделаю как надо. В видео, наверное. Ну, вообще подумаю. Короче, здесь есть возможность на ютубе продавать товары. Ну, это, понятное дело, будет действовать для тех, кто в Корее находится. Ценит звук норм. Хорошо. Ну и, короче, если вы будете покупать эти товары, определенно будет процент мне идти. Такая вот фишка новая в YouTube появилась, поэтому просто я сейчас не отметил ее в трансляции. Ну, в следующий раз сделаю. Так. Ваир, привет, Самбайна. Зауракты, характы стрим. Прошлый стрим невероятно набрал много просмотров уже после окончания трансляции. Он вообще 2700, по-моему, было во время самой трансляции. А сейчас уже 30 тысяч. То есть где-то 22 300 еще просмотров добрал. Получается, ну, видимо, тема такая важная. И она, кстати, ну, видно, что все-таки там не боты пишут. Ну, может, и боты тоже что-то пишут. Но, короче, вот это очень видео важное на самом деле в плане чего? В плане понимания вообще вот психологии, да, тех русских имперцев, да и вообще, наверное, просто русских людей. Может, из теневого бана вышел. Наверное, возможно, да. Как-то они же как-то меня помещают в теневой бан. Я не знаю. И... Ну, на самом деле, я еще видео не делаю. Ну, то есть, у меня просто времени тупо не хватает сидеть. Студия нужна, чтобы там нормально камеру установить, все сделать и вообще заниматься. Ну и команды нету, не хватает. Короче, у меня вообще ничего не хватает, если честно, чтобы вот прямо сидеть, знаете, заняться аналитикой, всеми делами. Плюс нужны все-таки мне это консультации историков. Ну вот как-то так. Поэтому я на самом деле изучаю, конечно, тоже. Но было бы хорошо, чтобы прямо, знаете, вот вставлять. Ну, короче, очень много, на самом деле, чего можно делать. Из Савромата что-то вырезать. То, что он говорит, еще из каких-то людей. Очень можно много делать, на самом деле, программ. И вообще быстро, наверное, раскрутить канал. Но я пока
пока этим что-то не занимаюсь, короче, одним словом. Ну как, что-то, просто времени тупо не хватает и все. Такие дела. Да, худут. Аркты стрим. Ну ладно, что, 5 минут уже я в эфире. Давайте начинать. Короче, смотрите, я вот про что хотел поговорить. Почему я вообще... Вот этот крайний стрим у меня был. Почему он более такой радикальный? Потому что на самом деле я считаю, что сейчас то, что происходит, это уже на самом деле со стороны вот этих вот нацистов очень опасная, тревожная деятельность начинается. Потому что все это очень похоже на черносотенцев, которые год назад были, на действия вот этих вот, тех русских оккупантов. Ну, давайте вещи своими именами называть, которые проживали в Бурятии. И смотрите, почему вообще кровопролитие началось, почему начали бурятов убивать, почему они массово, да, 38 тысяч человек все-таки снялись. Давайте вот будем говорить как есть. События 100-летней давности. Из-за чего вообще все получилось? Из-за земли. Русским оккупантам нужны были хорошие плодородные земли. На них проживали буряты. Это, процесс очень давно начался, вытеснение бурятов, убийство. Это к вопросу о том, что вот, ой, буряты, это же наши русские, это же наши россияне. Вот комментарии пишут, да, вы наши русские, вы такие же русские. Мы такие же русские. Получается, вы также нас, убиваете, как своих, да, сейчас, как в Украине, как в той же Курской области. Ну, тогда понятно все с вами. Короче, земельный вопрос остро встал. Необходимо было для русских оккупантов захватывать земли. И как раз в это время, перед и во время революции, русские тихой сапой, семейские, вот эти красные, белые, я это просто очень хорошо запомнил, потому что я документальный фильм снимал, разговаривал с потомками тех людей, которых родители пострадали во время, получается, 37-38 года в Монголии уже. Ну, сейчас я все по порядку расскажу. И их воспоминания. Сейчас они уже все в таком возрасте преклонном. И их родители вот как раз были теми людьми, которые пришли в Монголию, спасались от русских этнических чисток. В общем, русские что делали? Просто грабили, убивали на самом деле бурят, захватывали наши земли. Поэтому вот эти вот 38 тысяч человек приняли решение, что либо мы тут просто все погибнем, либо надо уходить. Ну и в общем они перешли через границу, и монголы в этот момент им выделили землю, и все документы есть, все это зафиксировано, все это факты. И если подводить итог, смотрите, как происходит все. Наша, получается, исторические земли – это Иркутская область, часть Красноярского, да, края, Забайкальский край. И смотрите вот о так называемой дружбе народов, что мы можем, какой можем итог подвести спустя несколько сот лет. Получается, с Красноярского края полностью бурят выдавили, с Иркутской области практически со всей, там вот только Усть-Ордынский, да, остался. Забайкальского края тоже, получается, выдавили. Саму вот эту этническую Бурятию, которая осталась, тоже разделили. Получается, Усть-Ордынский, Бурятия сама и Забайкальский край, да, этот Агинский автономный округ, Абао. Агинский бурятский автономный округ. То есть плюс вот эти вот часть нашего народа, 38 тысяч человек, их в результате геноцида этнических чисток тоже выдавили в Монголию. Смотрите, теперь становится понятным, почему монголов, да, граждан Монголии,
за 100 лет увеличилось с 600 тысяч населения до 3,5 миллионов, а мы со, так, с 300 выросли всего лишь до 460. Ну, потому что подвергались вот этническим чисткам, подвергались гонениям, потому что участвовали в этих всех захватнических рашкинских войнах, потому что пришлось нам вместе с этой Рашкой переживать 90-е годы, и, к сожалению, мы не вышли на тот момент из состава. Ладно, мы сейчас не будем хрен с ним про этих вот деятелей 90-х говорить. Говорим просто по фактам, все, что случилось. То есть, получается, смотрите, если за 300 лет эти брать, да, которые вот якобы добровольно в Бурятию вступила, конечно, она не добровольно вступила. Как мы добровольно вступили, столько земель отдали, и столько народу нашего пострадало, ушли, и такие вот друг братья стали русские, да, там, типа часть русского народа. Ну что за бред какой-то? Какая часть русского народа будет вот так вот свои земли отдавать, своих людей терять и уходить еще частично в другую страну вообще? Ну, как... Понятно, что в прошлом у нас, получается, одна страна была. Ну, мы сами и монголы являемся, естественно. Но по тем временам уже как бы все-таки граница была. И пришлось, в общем, бурятам для того, чтобы спасти свои жизни, уйти. Но тоже, как сказать, это не совсем у них вышло, потому что спустя, ну, где-то около 20 лет, в 1937-1938 все-таки Советский Союз их настиг, и многих репрессировали. Так, сколько там? 8 тысяч убили они, расстреляли, если я не ошибаюсь. Ну, короче, там 20 тысяч человек пострадало, 12 тысяч были репрессированы, сели на сроки от 5 до 12, по-моему, лет. Я уже вот чуть-чуть забываю, но я обновлю в памяти эти свои данные. В самой Бурятии тоже около 20 тысяч было репрессировано в 1937-1938 году. Так что вот все, что мы по итогу имеем за время так называемого добровольного вхождения Бурятии в состав Рашки. Это отторжение наших земель в Красноярском крае, в Иркутской области, раздробление вообще нашей Бурятии, нашего народа на, ну, получается, такие кучки, да, понятно, в Бурятии самая большая осталась, но это вот Усть-Ордынский, Бурятия сама и Запкрай. И основная, ну, то есть, в смысле, определенная часть народа пришлось уйти в Монголию, чтобы спастись. Так, сейчас мы тут будем этих ботиков мочить. Бурятия потеряла идентичность. Да не потеряли, ничего страшного. Вот чехи тоже, как и евреи, смогли восстановить свой язык. Они тоже в результате падения этой австро-имперской обрели, то есть, независимость. Так что мы тоже все это, ну, как сказать, у нас, я не скажу, что буряты потеряли вообще язык. Определенно, не все так страшно на самом деле. Страшно другое. Смотрите, сейчас, получается, повторяются события столетней давности, когда перед революцией вот эти вот при поддержке государства были созданы эти черносотенцы, когда государство дало понять своим крепостным рабам, что они не будут их преследовать за геноцид коренных народов, и когда после Первой мировой войны вот эти вот, получается, русские крестьяне начали преследовать, объединяться в банды, преследовать нерусских. Видите, еще в чем получается проблема? Мы же кочевой образ жизни вели, не жили оседлой жизнью в каких-то городах, чтобы у нас было большое скопление народу. И вследствие этого они вот, ну, они бандой собирались, получается, и нападали вот на отдельные кочевья и уничтожали их.
А на тот момент, я так понимаю, буряты просто не могли собраться нормально, чтобы дать достойный ответ. Вот в этом была проблема. То есть не было, ну как и сейчас, в общем-то, не было у нас такого сконцентрированного, мощного кулака, не было своей армии уже, ну потому что типа же мы в составе Рашки же типа находимся, ну как будто бы вот мы как бы их граждане, да, ну хотя вот они нас просто убивали, геноцидили. Ну то есть и сейчас, да, э, прямая параллель, получается, происходит с теми временами. Сейчас я не понимаю, то есть не то, что не понимаю, ну какой-то они захотят, наверное, тоже устроить погром или еще что-то. То есть то, что вот этот вот, это же показательная акция была, вот это вот 75 тысяч на русском марше в Петербурге. Кстати, крестный ход во имя этого Александра Невского, который, кстати, был очень жестоким. Самое, знаете, в чем ирония здесь? Это же, по сути, был как бы ставленник Орды, который собирал дань с русских, и который их же очень сильно карал. Ну, своих русских, кто деньги не платил, он их вообще жестко прессовал, короче. Ну, рэкетир, короче, был тех времен. И они возвели его в культ святого. Ну, это очень, конечно, такая какая-то, знаете, ироничная история, на самом деле. Это типа, знаете, как наш молодой какой-то, наш там этот, как сказать, ну, который налоги собирал, да, ходил и в честь него, ну, получается, коллаборациониста, да, они его возвели в ранг святых и еще с крестным ходом ходит. Но это, ну, это же Рашка, это вот какой-то дурдом, если честно. Как они догадались такого человека, который, ну, по сути, предатель, возвести его в ранг святых и еще ходить крестные ходы. Это, конечно, вообще действительно умом Россию не понять. Ну, потому что, видите, в первую очередь их самих манкуртизировали. Сколько там, 800 лет крепостного рабства. Ладно, на вот этом вот крестном якобы ходу русском марше были и нацисты, и ЧВК «Вагнер», ну и, в общем, все заинтересованные лица. Идеология у них та же самая, что у черносотенцев. И даже этих, что они там кричали, мы русские, с нами Бог, они буквально повторяли то, что написано у немцев на бляшках было вермахта, да. Это же немецкий был с нами Бог. Это, ну, как бы с Римской империи вообще идет, но это в частности у немцев тоже было написано на бляшках, ну и ими использовалось тоже. То есть в этом плане они тоже полностью повторяют риторику фашистов, то есть они даже не стесняются. Те же фигуры, те же буквы они используют Z и V, которые тоже использовались у немцев. Ну, то есть всю стилистику, все полностью они у фашистов копируют. Почему я их называю нацистами, фашистами? Потому что они даже не знают вот ближайшую историю, ну, свою, можно тоже сказать, когда они совместно с фашистами оккупировали Польшу, потом совок напал на Финляндию, ну, можно сказать, потерпел там крушение. Ну, каких-то определенных результатов добились, но это было примерно то же самое, что Киев за 3 дня. То есть они не смогли ничего там толком добиться, никаких таких результатов, которые планировали. И поэтому Гитлер понял, что это колосс на глиняных ногах, получается, и, в общем-то, вторгся. И если бы не Запад, то, конечно, совку пришел бы конец. И все. И мы бы сейчас... Ну, это на самом деле были два близнеца, что фашистская Германия, что Советский Союз. Там и там же были такие же отбитые нацисты, которые, может, совки даже еще хуже были. Потом в 1937-1938 году, что они устроили, вот этот вот геноцид коренных народов.
И смотрите, если вот так брать, да, всю русскую политику в отношении всех коренных народов и в отношении бурят, то смотрите, мы, земли наши, да, которые были 300 лет назад, они очень, ну, почти большую часть наших земель отобрали, ее сами там заселили, кто местные были, либо убили, либо прогнали с наших земель. И смотрите, они очень последовательно и на протяжении уже 300 лет, об этом тоже, кстати, Арестович как-то говорил, что они умеют столетиями уничтожать другие народы. То есть они медленно, но верно идут и делают свое черное дело. То есть бьют в одну точку очень долго. То есть, смотрите, я о чем говорю. Если, ну не если, а когда мы обретем независимость, вот знаете, это надо будет, я вот так понимаю, эту империю прямо полностью разрушать, там, не знаю, до основания. Но все равно всегда сидеть, как бы, знаете, вот, наготове, короче, чтоб у тебя там армия твоя была, ВПК, оборона, всегда сидеть и ждать, что этот русский медведь может вновь объединиться, да, как бы начать там типа, как они говорят, собирать земли русские и так далее. Ну, на самом деле, оккупировать чужие земли. То есть эту версию исключать никогда будет нельзя, потому что они вот так вот умеют столетиями постепенно долбить в одну точку и уничтожать другие народы и оккупировать их земли. Ну вот что они с бурятами, в общем-то, и с другими коренными народами делали. Просто вот каждый коренной народ должен посмотреть свою собственную историю, посмотреть численность, посмотреть те территории, которые были их, и какие сейчас они территории занимают. Вот конкретно наши территории, они, получается, ну, огромную часть наших земель оттяпали, большое количество бурят уничтожили, часть народа заставили уйти с территории Бурятии. И на самом деле мы, видите, для монголов, да, ну для граждан Монголии, вернее, для халхов, там других народов, кто там в Монголии живет, мы являемся каким-то все-таки, как сказать, ну как и являлись щитом каким-то, да, с севера, защитой, так и стоим. То есть монголы, по идее, надо нас очень сильно поддерживать бы, но они просто не могут, не в состоянии тоже, чтобы мы как-то сопротивлялись там. Вот такая вот история. Поэтому каждые коренные народы должны просто вот посмотреть историю и вновь повторяющиеся события, которые происходят. Почему я вообще заговорил о создании бурятской организации национально-освободительного движения? Потому что русская община, вот эти вот черносотенцы, вот эти каратели, потомки тех карателей, которые убивали бурят 100 лет назад, они прямо в Бурятии уже вновь создают организацию и не скрывают ничего. Вот эта вот русская община, да. На тот момент их основной мотив убийства бурят – это был захват земель. Сейчас что они будут думать, ну, их методички ФСБ еще разработает. Но я думаю, раз они вот так методично действуют, значит там все прописано вперед. Ну, основная какая цель? Устроить этническую чистку и не допустить того, чтобы буряты в результате, как сказать, не знаю, каких-то событий, которые вражки грядущие будут, да, какая-то экономическая будет нестабильность, политическая нестабильность, чтобы буряты занимались выживанием, получили сильный урон. Мы и так сильный урон получаем из-за того, что многие буряты ушли на войну и разъехались, чтобы мы потеряли опять земли какие-то, утратили, опять часть народа, она и так, получается, уезжает, ну еще какая-то часть убежала. Ну то есть, чтобы мы опять кровью умылись и остались как бы в составе, и чтобы мы еще нас меньше стало, и чтобы еще больше туда завезли каких-то нам этих оккупантов, короче, чтобы, ну, еще уменьшить, короче, количество бурят. Вот для чего все это делается. Ну, и это касается вообще всех народов коренных, на самом деле.
под этой всей деятельностью они будут все коренные народы пытаться кошмарить. Поэтому, ну, со своей стороны, что я вижу, я теперь должен об этом говорить, рассказывать. И наши буряты и вообще коренные народы, которые проживают сейчас у себя дома, должны просто проанализировать, понять и готовиться на самом деле к этой ситуации. Смотрите, они в условиях, когда любые, как сказать, политические действия, собрания запрещены в Рашке, они устраивают вот этот вот 75-тысячный русский марш. Это же демонстрация, это же показатель, типа вот мы нацисты, мы готовы к таким решительным действиям. Промыли, наступили на любимую мозоль, эрогенную зону русских, это национализм, что вот якобы их там угнетают, вот там во всем виноваты мигранты. Кстати, в связи с этим делом я слышу такие новости, что из Москвы, из таких больших городов буряты стали возвращаться домой, потому что разгул национализма. Вот они когда пишут, комментарии: ой, вы же наши русские, вы буряты, россияне. Как ты отличишь бурята от кыргыза там, или, я не знаю, даже узбеков. В принципе, мы как бы сильно, может быть, и не похожи с узбеками, но тем не менее, как ты вот отличишь азиат, да азиат тоже такой же ходит. И что там, когда эти нацисты забегают со своими битами куда-нибудь, как это было в 90-е нулевые, как ты там отличишь-то? Таким образом, из-за этих нацистов, скинхедов, очень много бурят было убито просто физически, и нападения на них совершались. Поэтому сейчас буряты постепенно стали, которые уехали куда-то, возвращаться, особенно с детьми. Потому что из-за войны, конечно, то, что дроны прилетают, и то, что вот разгул национализма опять проснулся. В связи с этим, что на худут надо делать-то? Нужно, конечно, национально-освободительное движение делать. Вот мне иногда тоже говорят, что, как сказать, вот эти деятели 90-х, типа, в отличие от чеченцев, не начали там воевать и так далее, вот они типа молодцы. А что молодцы? Просто понимаете, посмотрите всю нашу историю, проследите. Нас уничтожают и отбирают наши земли. И пока мы не воспользуемся случаем, когда будет нестабильность очередная в Рашке, и не отсоединимся, и не, в конце концов, если этот бой будет, не примем этот бой, это не кончится никогда. То есть это кончится тогда, когда полностью нас просто всех уничтожат и убьют. И все. Понимаете, если бы это было не так, если бы, как сказать, на протяжении вот этих вот всех 300 лет не было бы геноцида бурят и других коренных народов, я бы сейчас ничего не говорил. Но это происходит. Это вот как с момента оккупации наших земель не было никакого там равноправного отношения, не было никаких у нас там хороших каких-то, как сказать, событий таких. Постоянно отбирали наши земли, постоянно нас дробили, постоянно убивали и постоянно вынуждали бурят уходить. Часть, как сказать, какие-то осколки уходили. Потому что вот, получается, предки моей мамы тоже ушли из Иркутской области когда-то, эхириты. Вот они одними из первых на самом деле ушли 300 лет назад еще в Волгинский район. А почему ушли-то? Потому что, когда начали разбираться, потому что русские оккупанты пришли, невозможно стало там выживать, вот им и пришлось уйти вглубь Бурятии далеко. И это говорит о том, что на самом деле буряты на тот момент, разные племена были очень дружны, потому что пустили на эту землю спокойно. И вот эти вот, получается, эхириты пришли и спокойно на территории Бурятии. Конечно, тогда она так не называлась. Спокойно жили, и все, и не было ничего такого. То есть это одними из первых они, получается, испытали вот эту вот всю прелесть этого русского мира. Такая вот история. Где-то они там, видимо, в Красноярском крае где-то и жили, кочевали, видимо, так.
Потому что, видите, они столетиями действительно долбят в одну точку. Только война за независимость Бурятии 138 лет длилась. Представляете, из этих 300 лет нашей, как бы, типа, якобы совместной истории, да, там, буряты воевали за свою независимость. Но, к сожалению, в конце концов проиграли. Ну, потому что вот эти вот толпы идут и идут, да, они подыхают, но все равно идут. И все. И просто они массой как бы задавили. Ну и плюс, получается, оружием, которое они у европейцев покупали. У нас, к сожалению, в отличие от... Так, какой там народ-то был? Чукчи, получается, да? Им или какой-то другой народ, которым англичане тоже поставляли эти винтовки. У нас просто не было возможности хорошее оружие противопоставить. Такая вот история. Ну, как бы там же Китай и Монголия, и все как бы. Других этих нету особо. Вот такая вот история. Поэтому надо понимать, что 100 лет назад появились вот эти черносотенцы, которые устраивали как раз-таки на территории самой Рашки этнические чистки. Евреев они преследовали, убивали. Ну, то есть у них те же самые лозунги остались там, да, бей евреев, спасай Россию, что там Святая Русь и так далее там. Плюс сейчас они еще фашистские вот этот вот лозунг взяли, с нами Бог. То есть они даже вообще не знают историю вот этого вот лозунга. То, что их дедов убивали вот эти фашисты с вот этими, как сказать, бляшками, да, и, ну и другими атрибутами. И спокойно они тоже ходят, скандируют. Ну, это, конечно, манкуртизм со стороны русских, это вообще 1000%. Этого Александра Невского, который, получается, был сборщик налогов для Монгольской империи, тоже они его возвеличили. Но это, конечно, вот какой-то абсурд. То есть тех людей, которые свой же народ гнобил, они постоянно возвеличивают, и там они скоро Сталина тоже догадаются, там Егоду, кого там еще, Чикатило, да, там возвести в ранг святых, скажут: ой, это же такие прекрасные люди были. В общем, конечно, это как там очень странная, идиотская страна с каким-то вывернутым вообще сознанием. И вот там тоже один из комментариев был, что вот в национальных республиках в 90-е годы там резали русских и так далее. Ну, во-первых, было ли это на самом деле, я не знаю, никакие доказательства я пока не видел. Надо все это действительно узнать, посмотреть. Но если такое было, то я думаю, это просто получается... Понимаете, это же память остается у людей. И я думаю, сперва их по-хорошему просили. Ну вот, типа, все кончилось, вы оккупанты, теперь вы, ну, должны покинуть нашу страну, потому что ваши деды убивали наших предков, оккупировали наши земли. По-любому сперва с ними разговаривали нормально, адекватно. Ну, это же как бы люди все равно вместе вроде жили и так далее. Хотя те и являлись оккупантами. Ну и, наверное, их просили просто признать. Ну, признайте, что вот ваши деды оккупировали, убивали нас. Не было там такого, что несли цивилизацию и так далее. Ну, тем более в Средней Азии это же очень, там, те же самые узбеки, Самарканд, это же очень древняя, по сути, цивилизация на самом-то деле. Просто почему-то вот вражки считают, что это какие-то там недоразвитые и так далее. Ну, на самом деле, там, когда они более, как сказать, древняя цивилизация у них, чем у Рашки-то, это точно. Ну, просто вражки, они, ну, как люди необразованные совершенно, ничего не знают и знать-то не хотят. И, как сказать, потом, видимо, когда уже, ну, совсем люди не хотели ничего делать, никак меняться, ну, видимо, пришли к каким-то радикальным действиям. Но опять-таки это надо тоже провести, как сказать, анализ, как все это было на самом деле, сколько там было убито, если было убито вообще русских. И нужно понимать, что это, получается, был
Ну, вот как акт возмездия, я так понимаю. Потому что откуда могли русские взяться там в Центральной Азии, в принципе? Конечно, это было такое же якобы добровольное присоединение тех республик. Ну, как они, как оккупанты вторглись на те территории, уничтожали коренное население и силой, получается, присоединили. И грабили, конечно, те республики. Но когда представилась возможность обрести независимость, естественно, эти люди воспользовались этим правом, возможностью, вернее, и быстро, в общем, обрели независимость. И очень здорово, что сейчас в учебниках истории пишут правду и пишут о своих национально-освободительных движениях, героях тех времен, которые сражались за независимость своих земель, своих народов. Вот такие дела. Поэтому, что нам надо делать? Вообще всем коренным народам надо, конечно, в первую очередь вообще наводить справки, что за русские общины, кем они финансируются, кто там куратор, какая у них там связь с этими спецслужбами и так далее, какие у них задачи, какие у них вообще планы. То есть все это надо знать, что они, чем вообще дышат, кто такие, потом, потому что они потом будут все тоже, эти ребята все сидеть, естественно. Нужно понимать, что они от ответственности не уйдут за все свои действия. И смотрите, вообще вот существование самой русской общины, оно, конечно, совершенно нелогично. Потому что они там, как бы сказать, провозглашают? Вот якобы власть прогнила, внутренние органы, эти органы, правоохранительные органы, они не функционируют, вот они все коррупционеры, они запускают якобы вот этих вот мигрантов, которые приехали не работать, а якобы там бандитизмом заниматься. И якобы вот эти вот, как сказать, народные какие-то герои, дружинники, да, идут бороться с этими мигрантами, которые типа там убивают русских, насилуют и так далее. И выполняет такую вот охранительную функцию. Но тогда вопрос-то вообще не к... Ну, вопрос тогда к самой вообще власти и к правоохранительным органам в частности. Получается, таким образом русская община признает, что их государство, мы еще за скобки войны убираем и все другие проблемы, полностью коррумпировано и правоохранительные органы не работают. Ну как, смотрите, это что получается? Если правоохранительные органы не работают, значит все остальное не работает. Значит, что мы теперь будем, если, допустим, органы здравоохранения не работают, да? Минздрав, что теперь? Будут какие-то молодчики приходить в хирургическую и там наставления давать хирургу, как ему работает. Ну так получается, что ли? То есть вот эти вот полиция, да, там, Следственный комитет, ФСБ, они что, просто так, что ли, зарплату получают? Так получается, что ли? То есть кто-то за ними должен ходить в каких-то балаклавах, да, якобы им помогать, контролировать, получается, их на местах. Это что за гон вообще такой? Что вот ФСБ будет там совместный рейд делать с какими-то там дружинниками, или в Следственный комитет к следователям придет какой-то там дружинники, какие-то вообще левые чуваки, да, которые там пиво пили под забором и будут сидеть вместе там со Следственным комитетом, общаться и учить жизни, как там следакам работать, да, по каким-нибудь там уголовным делам. Также получается, что это в школу придут вот эти вот какие-то отморозки и будут там совместно с учителями, с директорами там вопросы решать. Ну, то есть любую вообще возьмите отрасль здравоохранения, то есть к терапевтам, к окулистам с улицы придут какие-то, не знаю, сторонние люди, которых не учились никогда на медика, никакого образования не получали, и придут и будут советы давать, да, как работать врачам,
Ну и вообще во всех сферах, как работать там пожарным, как работать следакам, как работать учителям, ну и вообще всем. Может, они еще к этому, к Путину придут, и ему тоже скажут, вот ты, слушай, ты там что-то не так делаешь, да? Ну, я, конечно, не отрицаю, что Путин это вообще его в Гаагу надо посадить. И, конечно, хорошо было бы, если бы к нему пришли вот эти вот, как сказать, отморозки какие-нибудь. Но, конечно, они к нему не придут. То есть, вообще само существование вот этих русских общин, по большому счету, это российские власти расписываются в собственной беспомощности, ну, якобы, что вот, мол, мы не справляемся, нам нужна там помощь какая-то. Ну, это же бред вообще. Тогда зачем вообще тогда правоохранительные органы нужны? Что они не могут сами, что ли, там порядок навести или еще что-то? Если они такие коррумпированы, то разгоняйте их всех, набирайте новых и так далее. Ну, то есть это полный идиотизм на самом деле. Получается, государство само расписывается в собственной неэффективности. Понимаете, вот что происходит. Но на самом деле это, конечно, все отмазка. Это просто вот этих вот дурачков набрали, якобы они там это, которые просто, ну, себе простые вопросы не могут задать логически, как чего происходит. Их просто набрали на самом деле не для того, чтобы они там с этими преступниками, мигрантами якобы боролись. Они, это далеко идущие последствия. Это те же самые черносотенцы, они потом будут устраивать вот эти этнические чистки, ну, уже как бы устраивать на самом деле. И еще это переключение от проигрыша в войне. То есть, видите, как им здорово переключили внимание вот так вот, бац, чтобы они отвлеклись от проигрыша, от событий в Курской области, чтобы они типа не думали вообще об этом, о том, что там происходит. Ну и, возможно, это будет хорошее мясо, которое тоже на войну в Украину бросит. Ну, вот так вот. То есть, вообще, я вот так посмотрел, русским народом, знаете, вот так легко управлять на самом деле. Это такой вообще какой-то примитивный народ на самом деле. Я мог бы на самом деле, знаете, наверное, если бы ну, чисто заинтересован в деньгах был бы, какую-то пропагандистскую херню какую-нибудь нести бы, да, вообще чушь полная. Ну, еще там, ну, как бы в Бурятии, да, и затесаться куда-нибудь в стан пропагандистов и получать огромные деньги. Ну, просто вот на лжи откровенной. То есть, в любом случае русский народ можно вот просто, знаете, обманывать вообще. Правду они сами не любят слушать. В лжи, в лицемерии спокойно живут, то есть спокойно забывают про то, что они уничтожали коренные народы эти, никогда там не было никакого братства и так далее. То есть, ну, как сказать, я вот смотрю даже вот эти ролики, да, где там снимают какие-то старухи даже, они верят в то, что вот это американцы напали, убивают. Знаете, в глазах видно, что человек даже верит в это. Еще говорят, типа, вы что, телевизор не смотрите? То есть на самом деле, я не знаю, их так глубоко и давно обработали русский народ, как сказать, заставили их поверить в их какой-то там типа святости и так далее. И вообще в каком-то комплексе превосходства, при том, что даже вот Савромата послушайте, он же говорит, почему такие агрессивные, потому что никого не любят русские вообще. Ну, потому что постоянно живут в условиях нищеты, выживания, то есть невозможно ничего, недвижимость купить и так далее, потому что новая власть приходит, постоянно все отжимает. Свой же народ тоже геноцидит, крепостное право загоняет. Ну, они, конечно, получше нас живут, но ну, тоже как ресурс, по сути, тоже пушечное мясо, на самом деле. Все коренные народы, чтобы завоевывать, это сколько надо тоже положить своих же тоже людей. Ну, то же самое, вы знаете, вот мы сейчас на примере Украины видим то, что происходило со всеми коренными народами, сейчас оккупированными. Просто тогда таких вооружений не было. Те же самые мясные штурмы, всегда все это было. Всегда также бросали вот эти мясные штурмы. И основной народ сидел, как ни в чем не бывало. Его отвлекали.
Ну, только единственная разница в том, что раньше не платили, конечно, никому денег. И вот этот, видимо, оттуда этот рефлекс, что надо все тащить, все воровать. Ну, это в Чечне тоже было, все это на видео уже есть заснято, как тоже те же стиралки, те же унитазы, все русские оккупанты оттуда тащили. Просто о Чечне вроде и снято много, но с другой стороны оно почему-то так и не отпечаталось глубоко, недораскрыто. Ну и народ тоже глупый, на самом деле. Это русский народ. Они так и не поняли, что там вообще происходило. То, что там борьба за независимость чеченского народа была. Ничего там, опять придумали сказку про то, что там русских угнетали. Ну, тут один и тот же сценарий постоянно. Вот угнетают там русский народ, русский язык там не дают, и все, давайте их вообще всех убьем тогда, раз такая история, да, происходит. А какого хера вообще они там живут-то тогда? Оккупировали сами эту землю и потом начинают жаловаться, вот нас там типа угнетают. Вы же идите к себе и сами знаете, что интересно? Есть еще народ такой Эрзи, да? И, видимо, на самом-то деле вот эта вот московская земля, вообще я вот перестал понимать, откуда русские взялись. Потому что если вот эти вот московские болота, это земля Эрзи, остальные вот эти вот средние полоса России, это земля финно-угорских племен, то откуда вообще русские взялись? Откуда они туда пришли? Надо вот этим вопросом задаться. Откуда они пришли и как они смогли вот такую вот огромную территорию постепенно в течение многих лет оккупировать. И эти народы кого-то физически уничтожить, подавить. Этот Гундяев, оказывается, Эрзия вообще, который патриарх Кирилл. То есть он не русский по национальности. Ну, короче, вопросов много на самом деле к истории вот этого русского государства. Ну, их тактика, конечно, столетиями захватывать чужие земли, это, конечно, тоже на самом деле очень такая интересная. Представляете, какое упорство надо, да, чтобы в течение столетий вот так вот отправлять постоянно на мясные штурмы людей и потихоньку, постепенно, вот так там по метру чужую землю оккупировать. Ну, поэтому что? Когда-то этот момент все равно произойдет. Столкновение. Ну, потому что, смотрите, конкретно бурятов берем и другие коренные народы. Это с другими народами, которых сейчас уже нет, происходило раньше. Мы в силу того, что на самом деле все-таки народ воин, на самом деле, я вот в последнее время думаю об этом. Ну и вообще вот все народы, которые выжили, это все-таки сильные народы были. Я не говорю о том, что другие слабые были, но их, короче, их уничтожили. Я не знаю, как, но их убили, остальные народы уничтожили. И нам сейчас, вообще всем коренным народам, и нам, бурятам в частности, надо вспомнить все-таки традиции наших предков, сплотиться между собой, создать идеологию. И главное понять, что на самом деле сейчас я не знаю, это какой аккорд будет, но если мы вот будем такими темпами постоянно давать свою землю и постоянно умирать без боя, да, то когда-то у нас просто станет такое маленькое количество, что мы уже не сможем никогда восстановиться. И только вот там в памяти останутся. И то там русские что-нибудь придумают, что вот они там как-то сами там вымерли, что-то такое. Ну, придумают, короче. Фантазия у них богатая. Вернее, не богатая. Что пропагандисты скажут, в то они святые поверят. Такая вот история. Поэтому бурятам, конечно, нужно просто понять, столкновение неизбежно. Если не сейчас, когда будет, ну, я надеюсь на то, что в 90-х годах будет относительно все-таки спокойно, такой распад будет. Но мы никогда не знаем,
Смотрите, вот украинцы тоже, я думаю, верили, да, что все будет спокойно, и грузины, что вот разошлись и все нормально, да. Но вот что сейчас происходит в Украине? Сколько там уничтожено уже людей, убито просто, сколько городов стерты с лица земли. То же самое с нами происходило. Они также приходили, все наши стойбища, там юрты, все это сжигали просто. И сейчас говорят, вот мы вам цивилизацию принесли. То есть это, знаете, ну то, что верх цинизма, то, что они Александра Невского возвели в какие-то, я не знаю, как они вообще догадались человека, который с них, их же самих убивал, собирал с них дань, ну, был буквально коллаборантом их, да, возвести в святые. Также сейчас они говорят о том, что, ну, это вот настолько лицемерие, да, уничтожать чужой народ и потом говорить, а мы вам несли цивилизацию, вы там без нас не выжили бы. Те же люди, которые нас и уничтожали. Это то же самое, что американцы сейчас пойдут и индейцам будут говорить, вот мы вам принесли цивилизацию, да. Но американцы так не говорят. Они выплачивают им репарации, они полностью признают то, что они оккупировали эти земли. Более того, они в культуре об этом говорят, в кино снимают и так далее. Они на их землях законы установлены, ну, как сказать, коренных народов, да, индейцев. Такие вот дела. Это только у русских пропагандистов, у индейцев дела плохо идут. Это вот только, ну, я, конечно, не могу за весь мир говорить, но конкретно в Рашке вот это вот полностью извращено, полностью вся справедливость, вся реальная история, как оно было, вся переписана. И еще, знаете, вот как будто бы и над русскими издевательства, и над нами издевательства. То есть они возвеличивают тех людей, которые их же убивали. А для нас вот, получается, возвеличивают вот эту русскую оккупацию. Вот так вот все происходит. Ну, в таких событиях, когда ты знаешь, что твой народ систематически на протяжении нескольких сот лет убивали, уничтожали, отбирали землю, и сейчас сидеть и делать вид, что ничего не происходило, и самое это главное, ну ладно, это было бы, да, допустим, но сейчас не было бы там притеснений и угрозы для нашего бурятского народа, ну и всех вообще коренных народов. Ну, как-то еще можно было бы молчать. Но когда они уже у тебя на твоей земле создают вот эти вот нацистские группировки, да, русские общины, с, я думаю, довольно понятными идеями, ну, то есть руководство вот этой ячейки по-любому знает, что они будут делать в будущем. Ну, то есть этнические чистки будут опять развязывать. Поэтому бурятам надо объединяться на местах, делать это все скрытно, не афишировать и быть готовыми противостоять просто-напросто физически даже вот этим вот террористам, наркоманам, черносотенцам этим всем нацистам, которые, лозунг у них такой же, как у фашистов, с нами Бог. Напомню, у вермахта были такие бляшки, ну и вообще они использовали этот лозунг. То есть, ну, они полностью копируют немцев, фашистов. Поэтому надо, конечно, готовиться к отражению атаки этих. Ну, это же еще потомки тех людей, которые убивали 100 лет назад бурят, и которые вот сейчас остались безнаказанными, не понесли никакого наказания. Наверное, знают даже, может, передается у них там как-то в семье. Это получается убийцы уже с таким вот 100-летним стажем, да, так скажем. Ну, основная, наверное, мотивация будет какая? Опять-таки, что и 100 лет назад грабеж, просто бурят, наверное, будут недвижимость отбирать. Ну, то, что тогда землю отбирали, вот эти вот семейские, в частности, да, грабили. Да там все красные, белые, семейские, все банды убивали просто бурят, выгоняли. Ну, это знаете, но это же зафиксировано, это не то, что зафиксировано. Эти люди сейчас живут в Монголии. И я туда поехал и взял у них интервью. Вот же документальный фильм есть у меня. И они вот буквально рассказали все, как было. И это все зафиксировано, ну, везде, короче, зафиксировано. Самое главное, то, что они туда ушли, и то, что они рассказывали. Это все вот было на самом деле 100 лет назад. И это сейчас повторяется, черт возьми.
Это то же самое повторяется, что было 100 лет назад. Я даже этот док-фильм, когда снимал, так его назвал «100 лет террора». И вот каждый то, что шаг происходит, это мне иногда кажется, неужели я в таком кошмаре живу? Неужели вот это все происходит как бы вот со мной, с моим народом, в это время? Опять повторяется то же самое, что было 100 лет назад. И понимаете, вот если вот думать, сидеть, что вот это начнется геноцид народа, и кто-то придет, поможет. А кто чеченцам-то помог? Кто-нибудь пришел, помог чеченцам? Добрые американцы там или еще кто-то? Никто не спас чеченцев от от русской этой агрессии. Или где-нибудь там, когда в Африке происходят какие-нибудь события, кого-то там убивают, там, что кто-то приходит, там какие-то добрые люди, никто не приходит. Поэтому надо надеяться только на самих себя, на то, что кто-то там придет и поможет. Я думаю, что нету никакой надежды, нужно рассчитывать только на самих себя. И, конечно, надо обрести независимость и потом вступать вообще в все возможные организации, желательно там НАТО, не знаю, и, не знаю, этот народ воин, все наши коренные народы должны, как мы и были исторически, с тех времен, когда там только ходить начал, уже там на коня сел, ну, судьба, видимо, у нас вообще такая, кочевых народов, что мы всегда... У нас даже, вот смотрите, Сурхарбан взять, да, нас же всегда готовили, на самом деле, к защите, да, конные скачки, стрельба из лука, борьба, то есть мы всегда, вот, нас физически готовили там к тому, что мы должны уметь защищать себя и так далее, и то, что сейчас, ну, нужно вот на самом деле вот эти традиции возрождать и в идеологическом, и физическом плане. Это не просто спорт должен быть, это, ну, мы должны просто это объяснять еще подрастающему поколению, что вы не просто так тренируетесь, а вы тренируетесь, чтобы защищать свою родину от вот этих вот оккупантов. Такая вот история. Ладно, будем читать комментарии. Надеюсь, ботов не так много будет. Ну, комментариев порядочно написали. Так. Бурят сильный народ, у них не нужно создавать русские общины. Она уже есть. Кто-то кричал «Империя лжи», но он забыл, что до этого сам же кричал, что кто обзывается, тот так называется, и, по-моему, русский мир построен на лжи. Да полностью. Москва слезам не верит. Если хотите свободу, надо действовать и не плакать. Кто плачет? Путин продержится год-два, не более, тогда вам нужно взять Улан-Удэ в свои руки. Ну, бесспорно. Так что посеешь, что и пожнешь. Теперь закулисье организовала такие марши. Возникает вопрос, почему не реагирует власть. Власть сама это все организовала. Ну как можно настолько тупыми быть, чтобы это не понимать? Как тебе 75-тысячный марш разрешат вместе там с этой, как это, РПЦ, ЧВК «Вагнер», с этими нацистами ходить по центру Петербурга? Они там 3 человек не разрешают собираться, да, там менты прилетают, всех гасят. А тут 75 тысяч собрали и пошли этот русский марш устраивать. Еще этот вот фашистские лозунги кричать «С нами Бог». Ну это вообще, я не знаю. Русский народ, если честно, вот, ну как это, что за вот, не зря говорят, Иван не помнящий там какого там родства, да, вообще как будто памяти никакой нету у них, ничего вообще не знают, вот, как это вот живут одним днем вообще, ни хера никакой памяти нету, что у них там, сколько, 70-80 лет назад происходило, ни хера не помнят, их же деды там тоже воевали в этой войне, умирали, они вот это вот вообще ни хера не помнят. От кого страдали, они сейчас их же лозунги используют, тех же фашистов. Ну, хотя и сами фашисты были, с одной стороны, так-то. Ну, не знаю. У нас на работе был врач. Так, ладно. Что-то там про бурятов плохо пишут. Да везде есть. Я что, говорю, что буряты это какие-то цветы, что ли? Я говорю про то, что нас убивали, уничтожали. Причем здесь какие-то отдельные люди-то? Я вам говорю про суть, про вот за 300 лет сколько мы земли, во-первых, потеряли, сколько народу потеряли, и прямые этнические чистки были, и еще часть народа была вынуждена уйти на территорию, ну,
как сказать, братского, конечно, но сейчас территориально соседского, как бы, ну, другой страны, Монголии. Они что, от хорошей жизни, что ли? Вот я буквально, говорю, приезжал, интервью брал у потомков тех людей, кто уходил, начиная с 1911, наверное, года. Ну, потому что притеснение, потому что вот накануне революции вот этих черносотенцам развязали руки государства. И все. И вот эти вот русские оккупанты, ну, по-другому их назвать нельзя, начали объединяться в банды и начали просто-напросто у бурятов отжимать земли, чтобы самим там жить. Вот и все. Сейчас вот эти нынешние семейские, ну, вот сами подумайте, кто это. Они ненавидели всегда бурят. Я еще такую историю слышал, что когда вот революция произошла, вот собрали бурятов, типа вот сейчас мы будем по-другому жить. И как бы буряты пришли безоружные, и они там их, короче, убили просто массово. Сами пришли с оружием. И вот это же вот есть история, почему Улан-Удэ-то назвали Красная Уда. То, что тела, так много было тел, так много было крови, что она вот красная стала, Уда. Такая вот история. Ну, это надо исторически, конечно, поднять достоверность, но такая вот как бы легенда, что ли, ходит на самом деле. Почему многие буряты семейских очень сильно не любят? Ну, потому что вот они занимались бандитизмом, убийствами, и, конечно, с них надо вот спросить. Ну, в юридической плоскости, да, будем так говорить. По крайней мере, мы это все должны будем осветить, все эти факты, воспоминания и так далее. Конечно, снести все памятники всем этим оккупантам и восстановить историческую справедливость, короче говоря. Я думаю, смотрите, вот почему в Центральной Азии так происходило. Просто вот русских требовали, чтобы они все это признали. Ну, там ребята горячие, в общем, и, может быть, перегибы действительно были, как-то так. Но чтобы такая массовая резня, я не знаю. Но опять-таки это надо поднимать. Если бы это все было, то где-то в органах правоохранительных это было бы зафиксировано. То есть, ну, это нужно большое расследование проводить на самом деле. Это голословно же все говорят, вот русских вырезали. А как это было на самом деле, ну, мы не знаем. Что это массово было, что ли? Ну, массово, я думаю, все-таки Рашка бы не позволила. Ввели бы туда войска. Они же любят, надо, не надо войска везде вводить. Им бы только ввести куда-то войска свои. Какой с ними Бог? Русские отреклись от Христа, за Библию статью давали, церкви разрушали, священников отправляли в Сибирь. Что означает слово манкурт? Манкурт, раб, предатель, удобно забывший свое прошлое. Кто-то стравливает народы, только вот эта проблема всегда была, поэтому нужно было жить с уважением. Да кого, что за бред, вы хотите жить дальше вот с русским народом, что ли? Это я... Понимаете, я понимаю, если бы вот один раз как-то там произошла стычка, и потом как-то вот помирились и так далее. Но когда тебе в течение 300 лет постоянно отжимают твои земли, постоянно тебя делят, да, ну вот это как это, Мустярдынский отжали, да, Абау, Агинский, постоянно твой народ геноцидит, уничтожает, и при этом еще говорят, что тебе принесли цивилизацию, ну как бы, если это постоянно систематически происходит, то, ну как сказать, то уже веры-то никакой нету. Я вообще уже не верю в то, что мы с русскими можем жить, как сказать, ну вот как они типа это декларируют, вот мы там все там братские народы и так далее. Ну как бы этого никогда не было просто. Теперь будет совершенно по-другому. Бурятия обретет независимость и будет свои устанавливать, восстанавливать свои права просто, как все это было. А русские, так как они устраивали геноцид, оккупацию, они должны будут это все признать на самом деле. И с юридической точки зрения все это признать, и вообще государственные как бы политики. Ну, все это должно быть провозглашено на самом деле. И общество должно осудить. Только так мы сможем вперед двигаться. А как будут ли у нас равноценные права, ну я не знаю.
Потому что, смотрите, вот в Латвии, да, сейчас что происходит? В Латвии они тем, кто экзамен на слова, на слова говорю, на язык, знание языка не сдал, они их будут принудительно депортировать. И я понимаю, что вот с таким народом, по-другому просто нельзя. Они просто годами живут, не учат язык. Более того, они не учат язык, потому что не считают нужным, потому что не уважают. Этот вот, как его, помните, я пропагандиста какого-то, нациста-то цитировал, он, вот типа, почему я должен в Татарстан приехать, учить татарский язык? А когда в Англию он приехал, его сын ходит спокойно в английскую школу и английский язык учит. И просто потому, что он в грош не ставит татарский язык, а английский, Англию он уважает, да, а Татарстан для него это просто оккупированная, получается, земля, и он татаров просто за людей не считает. Типа, а какого хрена я буду учить язык оккупированного народа? Но я думаю, знаете, как тот же Невский по-любому знал монгольский язык, и, наверное, ничего плохого про своих, как это сказать-то, начальство, что ли, или как назвать-то? Начальство, да, назовем так. Ничего плохого не думал на тот момент. Вот такие дела. Без армии точно государства не будет. Надо найти место, где можно обучаться бурятам для народной армии. Это очень сложный вопрос на самом деле. Я вот даже не представляю, где какое государство даст нам такую возможность. Если бы какое-то государство, конечно, это Соединенные Штаты, на самом деле были бы заинтересованы в распаде Рашки, они бы, конечно, это все давно профинансировали, ничего бы они даже у нас не спрашивали, просто придумали бы что-то. Но я так понимаю, у них просто там экономические какие-то интересы, долгосрочные контракты, еще что-то такое, короче. То есть договоренности есть просто. И, может быть, действительно боятся, что там ядерное оружие расползется и так далее. Они точно не заинтересованы. Они не заинтересованы были в распаде Совка, и в распаде Рашки они не заинтересованы. Просто они не понимают, что это... Они не понимают, что такое Рашка вообще. Что они думают, что эти люди думают, по крайней мере, об экономике, о деньгах. Но, видите, русские вообще не думают об этом. О том, чтобы как-то, знаете, вот какую-то выгоду приобрести, еще что-то. Там какие-то вообще идеи какие-то очень странные и непонятные, мировое какое-то там типа господство или еще что-то. Какой-то бред вообще в головах, если честно, у этих правителей. Но они же не сами, такие. Это же власть, то есть народ им разрешает все это, поддерживает их. Так что здесь народ и власть действительно вражки едины. Несмотря на то, что они живут в таком говне, они все равно поддерживают на самом-то деле. Так что здесь уж совсем сидеть и там русских народ жалеть, это тоже бред, конечно. В Центральной Азии города старше, чем вообще все города России. Да, конечно, в том-то и дело, они даже отправили бы хотя бы типа Орел и Решку, да, там, хотя это украинская программа. Тот же Самарканд изучить и так далее. Но этого не делается. Просто вообще историю не знают. Честно говоря, люди, получается, недалекого какого-то ума. Жди Storm Shadow, скоро Украина раздаст подарки. Надеюсь, Украина в скором времени победит. Там тоже, видите, какая-то тоже там возня, какие-то кошки-мышки на самом деле. Какая-то игра, идет. Непонятно вообще. Просто, раз уж такая история началась, и нам, коренным народам, не воспользоваться этой ситуацией, это просто будет фиаско, Единственная сложность в том, что, видите,
понятно же, что зачем они коренные народы отправляют на войну, чтобы как можно больше утилизировать там народу, чтобы просто физически некому было воевать, взять руки в оружие и защищать свою родину, да. Часть из нас уехала за границу. Насколько они готовы возвращаться и воевать за Бурятию, тоже непонятно. А те, кто там остался, ну, получается, ну, как бы их мало, да, становится. И насколько они готовы вот действительно сражаться, тоже непонятно. Раз они не предприняли вообще ничего, не уехали. Ну, я понимаю, есть люди, у которых просто другой возможности нету, там, ухаживать за родителями. Ну, какие-то такие обстоятельства, которые, ну, вообще никак. Но раз они, ну, какой-то процент не уехал и, ну, как бы вообще ничего не делает, значит, они как бы, ну, как, короче, вообще ничего не понимают, просто что происходит вообще. То есть вот то, что там русскую общину создали, им как бы, видимо, вообще пофиг. Ну, как, никакой у них связи с историческими событиями нет. То есть я приду, ему буду говорить, он просто вообще меня даже не поймет. О чем я вообще говорю, что несу там. Скажет, давай лучше бухнем там или еще что-нибудь, да. Ну, к сожалению, такие у нас тоже есть индивидуумы. Конечно, я тоже не прочь, как сказать, просто жить своей жизнью там или еще что-то там, отдыхать. Но тем не менее, раз уж такая история выпала, то, ну, как надо что-то делать. И своим долгом считаю вот такую информационную борьбу вести. Орки сперва затевают, а когда получают, начинают орать, что обижают. Русские строили города, кого они тебе построили? Ты просто хотя бы возьми карту и посмотри, и вообще вот без вот этого всего русские строили города, принесли цивилизацию, ну просто вот как сидите, долдоните, я вот понимаю, почему в Центральной Азии просто взяли как бы и решили, видимо, этот вопрос радикально. Если это было еще массово, я думаю, там единичные случаи на самом деле были. Но если бы что-то было, там ООН бы само вмешалась, на самом деле. Что думаете? Весь мир сидит такой и смотрит, да, вот лишь бы там русских что-то обижали. Ну, блин, нет, конечно, им какая разница, кого там обижают. Они везде, по идее, должны вмешиваться. Своих этих, как его там, как его, миротворцев присылать. Буряты, кто вам дал право прийти с оружием в чужую страну? Ну, смотрите, у нас не было такого, чтобы прямо вот буряты сами приняли самостоятельное решение пойти в Украину, там, убивать украинцев. Естественно, нет. Что думаете, где-то есть... Это просто призыв, да еще мы же, как сказать, граждане России, по идее. И те, кто пошел, это, конечно, ну, как сказать... либо с промытыми мозгами, либо манкурты, либо просто люди, которые больше о финансовой какой-то стороне думают. Чтобы вот прямо там именно бурятский народ собрался на народный сход, чтобы какой-то хурал прошел, да, типа вот мы решили там отправить на войну с Украиной наши войска. Такого, естественно, не было. И более того, мобиков-то вообще именно ночью ловили. Это все я хорошо помню. Поэтому здесь надо разделять на самом деле весь народ и тех людей, которые, ну, особенно по доброй воле, которые пошли. Конечно. Но я считаю, какой теперь у них итог? Что им надо делать-то? Ну, во-первых, надо понять, что надо бороться за свою независимость и, ну, как сказать, я не знаю сейчас, как это технически сделать, но когда они как бы вернутся, то, ну, идеальный план был бы какой? Где-то я даже видел такую картинку, где там на Москву идут какие-то танки, и у всех там танков свои эти, как знак, эти флаги всех республик. Ну, то есть все вместе народы объединились и, как сказать, уничтожили Москву, да, грубо говоря, так. Хотя, по идее, это Ирзианская земля, да, если вот так разобраться.
То есть тоже непонятно, это где вообще русская земля, я тогда вообще не понимаю. Откуда они вообще взялись там. Ну, надо заняться вот этим вот вопросом, кто вообще такие русские. Это вот что-то меня в тупик тогда поставили. Просто там есть же такой мужик Эрзи какой-то в этой Лиге свободных наций. Ну, более-менее адекватная речь толкает, что-то предлагает. Ну и так заинтересовался маленько, думаю, что за Эрзи. Дагестанцы воевали за свободу 36 лет. Русские общины скоро Кавказ загасят. Ну, я что-то не верю, что Кавказ загасит. Да и ни одну республику на самом деле не загасит. Просто видите, в чем проблема, то что получается враг среди нас, вот что печально. Я не говорю, что все русские вот такие нацисты и все хотят там уничтожить, но определенный процент точно есть, и они будут склонять, наверное, остальных русских к геноциду, убийству бурят. Такой вот будет. Ну и то, что мы вместе живем, это тоже определенный какой-то, наверное, отпечаток наложило. Но надо просто понимать, что принес русский мир всем коренным народам на самом деле. Надо это все очень хорошо понимать. И надо понимать, почему какая-то часть лишилась бурят, там земли остались, да, ну как оккупантами тоже стали в составе русских войск. Где-то в Украине там удобряют землю, часть уехала. Ну, как сказать, мы что теперь из-за русского народа вот должны, из-за того, что они постоянно развязывают войны, мы должны страдать, что ли? Нам-то это нахер вообще надо? Нам вот что там в Украине ловить, да, там, в Чечне там ловить, чеченскую там независимость подавлять, или еще что-то, в Грузию там ехать, в Сирию. Нам-то это вообще нахер не нужно, в Афганистан. Бурят там какое дело, что они вообще потеряли? Это же даже не на Рашку никто не нападал, на самом-то деле. Они рабы, поэтому пришли они. Руки русских в крови. А эта община уже в Бурятии, что они хотят. Ну, я уже озвучил. Те же самые черносотенцы. Можно было бы еще, наверное, сравнить с этим, как их там, СС. Ну, там у немцев все покруче, конечно, было поставлено по-настоящему. Ну, что-то такое. Какие-то добровольцы, короче. Не знаю, может быть, их тренируют сейчас уже. Я вот, видите, информации не обладаю, что там происходит. Но по-любому какие-нибудь, наверное, там тренировки ведутся. Этих русских обучают там в русских общинах. Наверное, стрелять там им. Ну, стреляют, может быть, еще что-то. Ну, короче, наверное, какая-то подготовка там ведется. А у нас-то, видите, только вот кто может все это дело, эти ветераны СВО, да, так называемые. И то они, ну, там, голова, наверное, промыта у них. Не знаю, положение, конечно, тяжелое на самом деле. Тоже, по идее, надо какие-то тренировочные лагеря на всякий случай. Но как ты будешь в составе вот этой вот Рашки, оккупированном состоянии? И что вообще, эта ситуация на самом деле очень страшная. И знаете, страшно, что наблюдать то, что сценарий вот этой 100-летней давности, он сейчас как бы реализуется. То, что тогда было, да, и сейчас идет. И мы просто, получается, сидим. Это, знаете, вот как пункт назначения, фильм же есть. Я вот хочу даже целое видео заснять. Когда вот ты знаешь, что это трагедия будет, да, вот как она будет. И как бы ничего не можешь сделать. И получается, вот каждое действие, оно вот, получается, отражает вот это вот все эти события. Ну, помните пункт назначения фильма, когда там трагедия произошла с людьми, когда они все погибли. Ну, один человек просто предвидел и как бы их вывел. Но потом, типа, смерть их начала забирать постепенно. А здесь мы видим, что вот эти события 100-летней давности, сейчас они повторяются. Все то же самое происходит. Все эти черносотенцы появляются, все эти фанатики, нацисты. И то, что бурят тогда убивали, уничтожали. Все повторяется тупо.
А наш народ, он даже не знает. Ну и поэтому нужно вот что делать. Но я со своей стороны считаю, что нужно информационный фронт вести, нужно все это объяснять, нужно, чтобы наши буряты были готовы к отражению атаки русских нацистов, чтобы они там не распоясались. Ну, как-то так. Ну и, конечно, где вот эти вот наши все квир-активистки всякие и так далее, пусть они расследования делают, у них откуда-то все-таки есть там источники, сведения, то есть они вот предлагаем заняться реальной деятельностью, пускай расследования делают о том, кто состоит в этой русской общине, какая у них там взаимосвязь с ФСБ, кто куратор, какие деньги платят, какие планы у них. Все вот это надо знать. И желательно фамилии все в интернет выложить, чтобы люди понимали, что ответственность будет неминуема, и потом их будут всех судить. Такая вот история. Фактически вот этих вот русскую общину то готовят на преступления, на погромы, на грабежи бурят. Что я могу сказать? Ну и на других коренных народов. Другого просто смысла нет. Ну нахрена тебе националистическую организацию создавать? Что за бред вообще? В стране создавать еще какую-то... Зачем тогда вообще правоохранительные органы нужны? Нахер не нужны, получается. Вот каких-то вот эсэсовцев готовят, короче. Ну, то же самое СС, короче, черносотенцы. Как это же было же, как и там карательные органы у этих, как у немцев-то, фашистов. То же самое все происходит. Салам алейкум, Баир с Казахстана. Бурятам надо интегрироваться с якутами, тувинцами, алтайцами, другими, создать Соединенные Штаты Сибири с одной армией, таможенной налоговой системой. Ну, я об этом все время говорю. Ну, тувинцы, тем более, это, по идее, монголы, уренхайцы. Да, у них язык тюркский, но, по сути, это те же монголы. Вся культура у них, вся одежда, все у них одинаковое, на самом деле. Да и сахата тоже далеко не ушли, и алтайцы. Просто алтайцев-то очень мало, на самом деле, хакасов. Саха примерно столько же, наверное, как нас, ну, чуть поменьше, может быть. Ну, тоже они, что, гонениям очень сильно подвергались убийствам, геноциду. Просто их активисты, которые знают их историю, должны все это рассказывать. Но пока они, как сказать-то, не так много, на самом деле, у них активистов там. Женщина какая-то, вот одна есть. Ну, так сильно это что-то не замечаю больше, там, Саха. Кто активно бы вел. Так. Так, я не все буду читать комментарии. Потому что слишком много написано, и не все как бы по теме. Марина Хамхалаева не хочет выходить в эфир с Буханде, марать свое имя от этого алкаша. Да сейчас, знаете, настолько серьезные темы, что мне что-то с ними ругаться даже неохота. Ну просто, знаете, вот их реакция на вот эти все события и будет маркером, как на самом деле, конторские они или нет, как они выступят, со всей, как будут реагировать. Но все равно все же видно будет, кто как себя ведет в таких ситуациях. Особенно если там прям геноцид начнется. Ну ничего хорошего точно нету, что это русская община. Какого хера она вообще-то все это происходит? Это вообще, я говорю, это как кошмарный сон какой-то. Жил, и вот это вот все, война началась, все эти события. Я просто не представлял, до какой степени Рашка, она фашизированная, и была фашизированной, и какая история кровавая у этой страны.
И то, что они никаких выводов не сделали, и то, что этот народ так хочет крови, это, конечно, ну это страшно на самом деле. И поэтому нам надо только быть сильными всегда. Надо никогда не расслабляться. Надо, как предки наши жили, и физически, и как бы умственно развивались. Нам надо тоже это вот все восстанавливать, получается. В этом, знаете, кажется, вот современный мир стал такой безопасным. Но это, знаете, вот вся эта безопасность, она тоже на самом деле легко улетучивается, когда ну, вот у людей такие мысли в голове, да, как бы кого-то завоевать, уничтожить. Что думаете, в Украине, ну ладно, у них 14-й год был, но до этого они что думали, что с Рашкой война, что ли, будет? Мне кажется, они до конца тоже не верили, что такое возможно. Или в Грузии где-нибудь, или там в Сирии, или еще где-то. То есть люди спокойно себе жили, ну как мы, да, жили. Конечно, не наши города бомбят. Ну как города-то у нас там, городов-то. Ну вот те буряты, которые сейчас в Москве или там жили, и которые начали бомбить, которые поехали домой. Ну понятно, что они в Москву тоже не от хорошей жизни поехали, там зарплаты повыше. Но как бы жизнь-то дороже, да, чем ты там будешь в Москве, это дрон взорвется, или эти нацисты тебя забьют где-нибудь, будут говорить, вот мы там с мигрантами борются, а на самом деле, как они отличат на вид мигранта от бурята, я вот не понимаю, или еще кого-то там, от тувинца, допустим, они что, будут там паспорт у тебя спрашивать? Ну-ка дай-ка паспорт, да, там с ножом сбитый будет стоять. Это же бред вообще. Еще пишут, ой, вам не надо бояться, вы там русские. Какие мы русские нахрен? В США была даже гражданская война. А что, в Рашке она не была, что ли, гражданская война? Многие группы там до сих пор антагонистичны, но страна существует и довольно неплохо. Противоречие это хорошо, если уважать мнение оппонента. Но в Рашке никто не уважает мнение оппонента. Для тех, кто не понял и не знает, русский центр, что создают, это политический шаг, в дальнейшем будут кричать, что вы их притесняете, что почернить бурятов в глазах международного общества. Но я думаю, все хуже. Они, скорее всего, будут провокации устраивать. Ну, как провокации? Этнические чистки какие-то в конечном итоге. Ну, смотрите, у нас перед глазами события столетней давности, которые я вот заснял в документальном фильме, интервью взял у людей. Бурятов из-за земли просто начали уничтожать, убивать, и 38 тысяч человек пришлось покинуть Бурятию и уйти в Монголию. Но там их все равно догнали, почти половину, получается, репрессиям подвергли. 8 тысяч убили, 12 тысяч посадили в тюрьму, всех мужиков. И вот этим женщинам, буряткам, стали выходить замуж за халхасских мужчин. Вот такая вот история. Сейчас у нас то, что мужиков забирают, примерно такая же история. А кто у нас, что там? Русские же мужики останутся. Буряткам за кого замуж выходить? У них там мужей будут убивать или уехали там за границу куда-то. Вот о чем тоже речь-то. У нас количественно-то меньше будет становиться. Бурятки будут замуж выходить за другие народы. Ну и вообще коренные народы. Тут надо сидеть, бить в набат, я не знаю, призывать давно национально-освободительной борьбе, а мы сидим и вот как бы ни хера не делаем, да, по сути. Вот в чем проблема-то нашего народа. То, что нас настолько уничтожили всю нашу элиту, что даже нету сил, которые бы подняли восстание, национально-освободительную борьбу. Вот все это происходит, и у нас нету ничего, никаких ресурсов вообще своих. Это ужас, что происходит на самом-то деле. Вот мы просто, я говорю, как в кошмарном сне каком-то, где ты сидишь, ничего не можешь сделать, и вот все это происходит, да, с тобой, с твоим народом, с твоими родственниками. У многих же родственники ушли там на войну и все, не вернулись, все их там убили. Вы видели видео
В Невзоров канал зайдите, посмотрите, как там гранаты с дронов летят и убивают этих русских солдат. Ну, это страшно смотреть, как там головы разлетаются, там ноги там отлетают или еще что-то. Что думаете, война это такое вот красивое дело какое-то? А потом вспомните, как русские оккупанты уничтожали бурятов также. Ну, там, понятное дело, рубили там этими всякими саблями и так далее. Там. Молодцы русские так держать, пишет этот Роман Густо. Оккупантов поддерживает. Козлина. Когда русского выводят на чистую воду, он переходит на оскорбление. Лучше либо поясничать, это характерно для жуликов, преступников. Так. Салам из Баку, только без раш-параш. Русский народ всегда себя чувствует недооцененным, после развала СССР страдает реваншизмом. Еще российские центры могут создавать для координации направления сил для подавления противомосковской политики и власти. Русский народ, объединяющий народ. Какой нахер объединяющий народ? Это оккупанты. Главный эрзя мира, старшина арзянского народа, воюет в ВСУ. Ну, что, правильно, молодец. Русские пришли из Европы, потом разделились на русских украинцев, вернее, украинцев они отделили, после геноцидили их, а после просто колонизировали другие народы, ассимилировали многих. Получается, они захватили землю от этих эрзя, финно-угров, уничтожили их и потом начали дальше оккупацию проводить. Но получается, это крепостное право-то у них, значит, раньше родилось. Потому что, я так понял, монголы-то их освободили, наоборот. Об этом Саврамат еще говорил. То есть во время монгольского нашествия крепостное право не было. Потом его восстановили заново. Так что единственное время, видимо, было, когда вот действительно народ русский пожил нормально. Самое удивительное, да, при чужой колонизации. И еще монголов не любят тюрков. Пожили хоть нормально в какое-то время, как люди. Бурятам надо готовиться вернуть независимость, свои исконные исторические земли, Иркутскую область, Забайкальский край. Эрзи и Мери были, и чтобы понимали, Ломоносов создал русский язык, с тех пор и начался русский язык. В мире русский язык признан искусственно созданным языком. Кстати, вы знаете, мне кажется, почему именно русскоязычным тяжело учить другие языки. Вот смотрите, монголы, на самом деле, да, которые с детства хорошо владеют монгольским, они корейский язык быстро изучают. Ну, так же, как там тюрки, допустим, да. Кто сюда приезжает, народы, они, в принципе, быстро осваивают. А вот именно русскоязычный очень тяжело изучает. И русскоязычный тяжело изучает вообще все другие языки. Он действительно как-то по строению своему какой-то вот вообще не похож ни на один язык. Хотя вроде много, конечно, заимствовано из европейских языков, но тем не менее не английский, получается, не вот эти языки тяжело изучать, да, и вот эти восточные языки тоже сложно. Вот мы в какой-то такой ловушке, получается. Потому что вся логика, она какая-то очень какая-то сложная вообще в этом русском языке. Отдельно каким-то особняком стоит. Даже здесь вот какие-то преграды, короче. Хотя на самом деле английский язык так-то на самом деле очень логичный, простой все-таки в какой-то мере. Я так потихоньку его изучаю. Что за там какой-то идиот пишет какую-то хрень. Так.
мире нет русского языка, только у них в России. Крепкого здоровья всем погибшим на СВО. Неужели ты думаешь, русские начали войну? А кто начал-то? Столкнули лбами русский и украинский народ. А как столкнули-то? Вообще, какие предпосылки были для вторжения в Украину? Что там? У кого-то угнетали, что-то там было? Не зажигай, пока оно тихо. Оно ни хрена не тихо. Причем, ну, конкретно моя реакция, это и то запоздалая на самом деле, потому что русская община-то возникла уже давно. И, как сказать, я как-то вот этот момент весь пропустил. Народ натравливает друг на друга. Вот молодцы, да? 100 лет назад наших бурятов начали землю отбирать, убивать, выгнали в Монголию, и я вот сижу и стравливаю народы. Вот, блин, логика какая, да? Вот у русских я вот не понимаю вот это. Так, ладно, Зену худут. Наверное, на сегодня все. Зану худут. Байрла. Комментарии башиты, лайки, это ведь ты. Зену худут. Дахину завтра байрте. Лодер, наверное, я выйду. И завтра, кстати, я собираюсь на этот ехать. На Чусок, получается. И ну, стрим я, наверное, оттуда не буду вести, но съемки буду там делать. Так что на худут. Или маленько еще комментарии почитать. Не, ладно, на худут. На сегодня, наверное, хватит. Зану худут. Байрла. Дахину завтра байрте.